огромное спасибо всем присутствующим и всем, кто выступали. Действительно, все мы одной цели, чтобы никогда не повторилось те страшные трагедии 1938 года, 1933 года и сегодня, что творится в мире. Да? Мы сегодня живем с вами самое такое, практически во дворе идет война, а в доме тишина. Идет война прессы, идет война интернета, идет война того, что мы не знаем завтра как и что будет. Но от нас вместе с вами зависит то, мы детям своим, внукам у себя дома должны рассказывать. Действительно, это коснулось особенно больше всего еврейского народа, который уничтожалось. Мы видим это все, и сейчас телевизор смотрели. Это коснулось практически всех национальностей. Для того, чтобы это никогда не повторилось, мы вместе, от нас зависит, и сегодня больше всего зависит от телевидения. Действительно, вот насколько правильно сказано. По телевидению не показывают, как сельское хозяйство сегодня работает. Сегодня не показывают, что осадков нету, хлеба, которые посеяны, они сегодня горят, уже поля желтые. Дай Бог, чтобы дождь пошел. Другого пути нет, чтобы мы на следующий год были с хлебом. Сегодня водители и вся техника 24 часа, 25 часов в сутки работают для того, чтобы Тавриду трассу сделать. Ее никто с собой не унесет, это останется нашим детям, правнукам. Это делается для нас. Сегодня те враги, которые я украинский народ люблю, ценю и скучаю за Украиной очень сильно. Но то, что там сегодня возродился фашизм, который на самом деле, они же это не скрывают. И по Хрещатику сегодня ходят эти молодчики, как в 1933 году когда-то. Самое страшное, оно может и нас коснуться. Мы соседи и очень близкие государства. Поэтому наш президент и правительство сегодня, если мы с ними будем шушукаться, оно никогда не успокоит их. Сегодня ребром надо поставить вопрос, кто придвигается к границам Российской Федерации. Мы завтра ставим, первую ракету можно уже сегодня ставить на Кубе. Это будет для них очень большой удар. А мы, сегодня живя и видя молодежь, которая есть, интернет этот, который сегодня, их же портит. Вы посмотрите, что дети сегодня в основном смотрят, и о чем у них идет воспитание. Это, слава Богу, Аллаху, что еще есть религия, которая сдерживает православие, иудаизм, мусульманство. А если бы этого не было? Если бы этого не было дома наших родителей, что бы мы говорили? А Коран, Библия, все же одно и то же написано. Если тебя ударят, ты добрым словом ударь. Не делай зло. Человеческая жизнь – это самое важное. Никто человеку жизни не давал, и никто не имеет права в мире этой жизнью распоряжаться или ее уничтожать, или убивать. Вот Гитлер какое горе принес всему человечеству, и что он сделал с Германией. Но та политика Германии сегодня, которая, слава Богу, там с этим борется. Слава Богу, там было на самом деле очень жестко. Но вот последние 3-4-5 лет я же тоже смотрю, там возрождается, тут возрождается. Ангела Меркель бегает, ти-ти-ти-ти, а дальше-то дело не идет. В корне надо наказывать, понимаете? Только где-то произошло, наказывать настолько, чтобы весь мир это знал, как происходит. Тогда будет порядок. Всем спасибо, что дали слово, Ян Борисович. Честно, я